Здравствуйте! Меня зовут Николай Ягодкин, и я рад приветствовать вас на первом занятии онлайн-курса английского языка. На этом занятии мы с вами рассмотрим общие рекомендации по прохождению курса и конкретные инструкции по выполнению каждого типа упражнений. Доступ к данному уроку у вас будет открыт на протяжении всего курса. Доступ же к остальным урокам будет закрываться по мере их успешного прохождения. Это ровно как в школе, когда в 8 класс вы, переходя, сдаете учебники за 7 класс и больше в 7 класс не возвращаетесь. Если же вы не справились с программой 7 класса, вы всегда можете остаться еще на 1 год в 7 классе, освоить всю программу и перейти в 8. В нашем же курсе, если вы выполняете каждое упражнение и не делаете между ними больших перерывов, то вы эффективно переходите на следующий урок, и предыдущий вам больше не нужен. Все, что нужно для повторений, закреплений, есть в следующих уроках. Поэтому каждый урок прорабатывайте внимательно, выполняйте абсолютно все упражнения и, как будете готовы, выполняйте тест. По результатам теста вы переходите на следующий урок, а материал предыдущего урока остается у вас усвоенным в голове. Результативность и скорость освоения курса в первую очередь зависит от правильности выполнения упражнений и от сформированности навыков эффективного обучения. Хороший пример – это чтение. Один и тот же объем книги, например, в 500 страниц, можно прочитать за неделю, не обладая скорочтением, можно за месяц, если читать по слогам, а можно за один вечер, если обладать навыком скорочтения. Для достижения максимальной эффективности наш курс разделен на две части. Первая – подготовительная, где вы получаете основные навыки и знания относительно применения технологий, и вторая – содержательная, где вы работаете с навыками языка. Чем больше времени и усилий вы потратите на подготовительную часть, тем быстрее вы пройдете основную содержательную часть. Это называется эффект трамплина, или лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Ноги, крылья. Главное — хвост. Подготовительный этап делится на три части. Первая, обязательная, это освоение техники запоминания 100 иностранных слов в час, чтение и произношение на английском языке. Вторая, это непосредственно наш с вами вводный урок. И третья, необязательная, но крайне рекомендуемая, это полный пакет технологий обучения. Пройдя полный пакет технологий обучения, вы не только будете в 1,5-2 раза быстрее выполнять любые упражнения, но эффект от этих упражнений будет намного выше. Сейчас мы совершим небольшой экскурс в основы технологий постановки навыков, для того, чтобы вы понимали, каким образом выстроены упражнения и как правильно их выполнять. Я выделяю 3 основные составляющие эффективной постановки навыков и называю их 3 кита постановки навыков. Первый кит – это изоляция, второй – обратная связь и третий – интенсивность. Изоляция – это простая закономерность нашего внимания, которая говорит нам следующее. Чем выше концентрация внимания, тем выше результат. Если вы 100% своего внимания сконцентрируете на одной задаче или применении одного навыка, то суммарный эффект будет намного выше, чем от 2 задач или 2 навыков, которые вы будете применять одновременно. Исходя из этой закономерности, мы с вами постараемся разделять задачи и в один момент времени выполнять только одну задачу, для того, чтобы получить максимальную эффективность, то есть максимальную скорость освоения. Если же у вас несколько задач одновременно, вам необходимо постараться исключить те задачи, которые можно исключить, а те задачи, которые исключить нельзя, отработать заранее. В первую очередь это касается технологий, поскольку если вы не отработали технологию и приступили к выполнению упражнений, то ваше внимание разделяется между и технологией, и упражнением. Если же вы заранее отработали технологию, то внимание вы на нее практически не тратите, и все ваше внимание, и, соответственно, высокая эффективность, тратится на освоение содержания. Вторая составляющая эффективного обучения – это обратная связь. Это информация, которую вы получаете во время выполнения упражнений, и с помощью нее мозг намного быстрее обобщает информацию и сохраняет. Кроме обратной связи по содержанию, есть и обратная связь по применению технологии. Это в первую очередь время, поскольку основным критерием эффективности является скорость освоения. Поэтому вам необходимо замерять время, которое вы тратите на выполнение каждого упражнения. Зная, сколько времени вы тратите, в следующий раз, выполняя упражнение такого же типа, вы можете дать себе чуть-чуть меньше времени. Это как в спортивном зале увеличение нагрузки. Если постоянно отжиматься по 10 раз, вы будете хорошо и здорово отжиматься по 10 раз. Если же на каждый раз вы будете увеличивать нагрузку хотя бы по одному отжиманию, то через месяц вы сможете сделать уже 20, а то и 30 отжиманий, а через полгода, может быть, даже 100. То же самое с выполнением упражнений. Если вы будете постоянно держать одну и ту же скорость, то мозг очень быстро адаптируется, и роста скорости дальнейшего не будет. Таким образом, выделяя все меньше и меньше времени, вы будете тренировать свой мозг на более быстрое выполнение упражнений. Самое главное – делать сокращение времени плавными, чтобы мозг успевал адаптироваться. А если задача состоит из нескольких этапов или задействует несколько разных навыков, вам необходимо замерить время, которое вы тратите на применение каждого из навыков. Таким образом, вы сможете выделить те этапы и те навыки, на которые тратится больше всего времени, и работа с ними даст максимальный эффект. Например, во всем изучении иностранного языка
самый трудозатратный процесс – это запоминание слов. Чем лучше вы его отработаете до курса, тем быстрее вы пройдете весь курс. И третья составляющая эффективности – это интенсивность. Это относится как к выполнению каждого упражнения в отдельности, так и ко всему курсу в целом. Рассмотрим этот принцип подробнее. Основывается данный принцип на наблюдениях немецкого ученого Эббингауза, который более 100 лет назад показал, как работает забывание. Оказывается, сначала информация забывается очень быстро, а потом все медленнее, медленнее и медленнее. Поскольку запоминание и освоение навыка – это связь новой информации с уже имеющейся в нашем мозгу, то если мы большую часть информации воспринятой забыли, то нам нечем связывать новую информацию, поэтому эффективность резко падает. Чем больше промежутки между восприятием информации, тем меньше информации свяжется между собой. То же самое с навыками, то же самое с тренировкой нашего тела. Вы можете попробовать целый год заниматься в спортивном зале раз в неделю и сравнить результаты с тем, кто будет заниматься каждый день, но всего месяц. Разумеется, за месяц результат будет намного выше, чем за год. В постановке навыков, изучении языков интенсивность имеет намного большее влияние, чем даже в спорте. Например, занимаясь 2 раза в неделю на протяжении года, вы получите тот же самый эффект, занимаясь каждый день на протяжении месяца. То есть вы можете получить один и тот же результат, занимаясь как 100 часов, так и 500 часов, в зависимости от интенсивности. Например, в школе мы тратим более 1000 часов на освоение английского языка. Любой из вас может взять те же самые учебники и за 100, 150, максимум 200 часов добиться больших результатов, чем в школе люди добиваются за 1000. Все это благодаря принципу интенсивности. Интенсивность состоит из 2 параметров. Первый – это количество времени, которое вы уделяете в ограниченный промежуток. Второе – это частота, то есть насколько часто в этот промежуток вы занимаетесь. Чем выше суммарное время и чем выше частота, тем выше эффект от применения принципа интенсивности. Для получения высоких результатов от нашего курса мы рекомендуем взять интенсивность не менее 7 часов в неделю, то есть 1 час в день. Это немного, это самый минимум, который даст уже высокий результат, но если вы будете уделять 14 часов в неделю, то есть 2 часа в день, результат будет не в 2 раза выше, чем за 7 часов, а в 2,5 – в 3. Если вы при этом решите уделять 3,5 часа в неделю, то есть по полчаса в день, эффективность упадет не в 2 раза, а скорее всего в 2,5 – в 3. Чем выше будет ваша интенсивность, тем быстрее вы пройдете курс и тем меньшее количество часов вы затратите на достижение того же самого результата. Основная рекомендация – это взять отчетный период и определить количество часов, которые вы будете заниматься в этот период. И если вы позанимались меньше, то в следующий период вы компенсируете время. Например, вы каждый день решили заниматься по часу и в один день позанимались полчаса, тогда в следующий день позанимайтесь 1,5. Или в следующие 2 дня позанимайтесь по часу и 15 минут. Как мы помним, чем чаще мы будем заниматься, даже в пределах одного дня, тем выше будет результат. Поэтому сделайте простое упражнение, возьмите свой обычный рабочий день и посмотрите, в какие промежутки времени вы можете уделять какое-то время английскому. Разумеется, не во все время вы сможете выполнять все виды упражнений. Например, если вы ждете транспорт на 20-градусном морозе, вряд ли вам будет удобно переворачивать карточки и повторять слова. Но в это время вы можете скушать. А если вы перемещаетесь в теплом транспорте, никто не мешает вам повторять слова. А если вы даже сидите, вы можете работать с паттернами. Простой пример. Мой дедушка провел более 3 лет на фронте, и каждый перекур он повторял или учил финские слова. За 3 года он выучил столько слов, что ему позволило за 2,5 месяца сдать все экзамены на переводчика финского языка, когда закончилась война. И теперь пришло время поговорить о том, какими инструментами, то есть какими технологиями, будем реализовывать какую задачу изучения языка. Как вы видите на схеме, мы разделили язык на 3 аспекта и 4 навыка. Аспекты – это то, из чего состоит язык, то есть это лексика, слова, грамматика, структура и фонетика, произношение, и 4 навыка, которые являются владением языком. Язык – это не количество слов или количество грамматических структур, которые вы знаете, и даже не произношение, а язык – это навыки разговора, понимания, чтения и письма. Любой международный языковой экзамен будет состоять из 4 частей. Это оценка навыка разговора, навыка понимания, чтения и письма. Ни один экзамен не будет считать количество слов, которые вы знаете, или насколько правильно вы используете грамматику. Поэтому результатом языка являются эти 4 навыка. Но без строительного материала, то есть аспектов языка, мы не можем построить ни один из этих навыков. Поэтому начнем наше рассмотрение с аспектов языка. Первый – это лексика. Как вы видите, он самый большой, поскольку больше всего времени в освоении любого языка тратится именно на запоминание слов. В среднем это около 3/4 всего времени изучения языка. То есть из 4 лет 3 года вы занимаетесь только запоминанием слов. Эта статистика верна для обычного изучения языка, то есть без применения специальных технологий.
Мы же с вами, освоив технику запоминания 100 иностранных слов в час, тратим на эту задачу в 5, а то и в 10 раз меньше времени. Второй аспект, намного меньше по объему, это грамматика. Благо, английская грамматика намного проще грамматики русской. Например, существительное, прилагательное и глагол в английской грамматике имеют всего 3 формы. В русском языке глагол, например, по подсчетам разных авторов, имеет от 100 до 200 форм. Грамматика нами будет разобрана с помощью майндкарт. Базовые курсы произношения и чтения специально выделены в отдельный блок техники запоминания 100 иностранных слов в час. Их необходимо пройти до начала курса, для того, чтобы на курсе сконцентрироваться именно на языковых навыках. Мы с вами разобрались, с помощью каких инструментов мы будем изучать аспекты языка. Теперь разберемся, с помощью каких технологий и упражнений мы будем ставить языковые навыки. Первый навык – это навык разговора. Разделим его освоение на 2 больших этапа. Первый – это навык формирования предложения или навык перевода с русского на английский своих мыслей быстро и правильно. И второй – это перевод этого навыка в спонтанную речь. Первый этап – навык построения предложения мы с вами реализуем с помощью системы паттернов. Второй же этап – перевод в спонтанную речь вы отработаете самостоятельно с помощью языковой практики. Самое важное, что применяя паттерны, вы потратите в 7-10 раз меньше времени на навык разговора, чем могли бы потратить по обычной коммуникативной методике. Навык понимания на слух, который является самым сложным для русских, изучающих иностранные языки, мы будем формировать с помощью специального алгоритма, который разделит нам семантическое понимание и работу с лексикой. Как таковое чтение мы будем использовать в первую очередь для набора словарного запаса из контекста. Для этого у нас будет специальный 3-шаговый алгоритм работы с текстом. И, наконец, навык письма. Его, как и навык разговора, мы разделим на 2 задачи. Первая задача – это научиться формировать предложения, то есть та задача, которую мы уже выполнили с помощью паттернов в навыке разговора. И вторая задача – сформированное предложение правильно по буквам написать, то есть орфография, или как это по-английски называется, спеллинг. Для запоминания правильного написания слов мы будем использовать специальную технологию постановки правописания. Навыки запоминания английских слов, правильного чтения и произношения вы найдете в курсе «Техника запоминания 100 иностранных слов в час». Если в уроке не оговорено обратного, то последовательность выполнения упражнений следующая. Сначала вы выучиваете все слова урока, после чего разбираете грамматику с помощью майндкарт, видео и описаний, и после этого вместе лексику и грамматику отрабатываете на практике с помощью паттернов. После этого вы можете прорабатывать навык понимания на слух, работу с текстом и запоминание написания слов. Упражнения на произношение мы рекомендуем выполнять как можно чаще, и чтобы они предшествовали выполнению паттернов, если вы будете проговаривать паттерны вслух. Инструкции по постановке всех остальных навыков вы найдете далее в этом занятии. Осваивайте технологии данного урока, технику запоминания иностранных слов, чтение, произношение и по возможности полный пакет технологий обучения и переходите к содержанию курса. До встречи!